Но ведь все, кто играют, ученики, утверждают, что они слушают себя, уши-то у них открыты. Да. Но я далеко не уверен в этом. Если иметь в виду активное исполнительское слышание. Часто вместо этого они увлекаются своими переживаниями, которые иногда очень далеки от тех, которые вдохновляли автора этого произведения. Эти переживания, как правило, не доходят до звукового выражения, которое остается бледным и однообразным. При этом появляется много лишних движений, которые приводят к манерности и снижают уровень слухового контроля. Все это разрушает, мельчит фразировку и лишает исполнения перспективы развития, замыкая его в отдельных мелких отрезках. Как только пианист начинает внимательно себя слушать, я цитирую Константина Николаевича, внимательно себя слушать, он перестает качаться как маятник. В результате создаются условия для выразительной звуковой окраски, для более цельной фразировки, а главное, исполнение приобретает перспективу развития в крупном плане. Здесь я приведу некоторые примеры. Вот, например, возьмем эту прелюдию. Нет, фугу. Если он играет пользуясь излишними движениями, как бы подчеркивая каждую ноту, он замыкает каждую фразу в каком-то, каждый отрезок замыкает, не давая, так сказать, музыке перспективу большого развития, что мельчит музыку и препятствует цельности. Ну или, скажем, возьмем какой-нибудь другой пример. Ну, скажем, если так играет, то на этом в сущности можно и кончить фразу. Развития она не имеет. Сразу становится крупная. То есть музыка становится горизонтальной. А так она была в сущности вертикальной. То есть она дробилась на отдельные какие-то части. То же самое и, вот, скажем, если некоторые слишком усердно дробя этим музыку и как-то лишая ее какого-то такого цельного, большого, крупного развития. В то время, если он играет, я бы сказал, если он слушает себя, внимательно слушает, переход одного мелодического звука в другой и так далее, то он будет играть. Относится и к детскому репертуару. Скажем, если он играет тему из вариаций Майкопара таким образом, она не только теряет, так сказать, горизонтальное свое развитие, цельность, она просто дробится на отдельные части и стоит, как бы топчется на месте. В то время как мы учим уже в этом возрасте вести.
говорить ученику, не делай лишних движений, не маши рукой. Лучше будет, если ему скажем, слушай каждую ноту до конца. Каждый звук веди до конца, до перехода его в следующий. Тогда он, естественно, вот как я сказал, как только он начинает вслушиваться, он перестает качаться. Потому что если мы хотим что-то слышать, мы обязательно останавливаемся и прислушиваемся. Вот таким образом он должен прислушиваться к продолжению каждого звука мелодии. Если он не слушает, если он качается, нам сразу ясно, что он слушает только момент звукоизвлечения, а продолжение его он не